Подобные устройства спасатели используют при разборе завалов для извлечения пострадавших в ДТП из искореженного автомобиля. Всего за 25 секунд спасатель должен приподнять гидравлическим расширителем бетонную плиту и извлечь из-под нее человека. Почти так же быстро приходится обвязывать пострадавшего веревками при подготовке к эвакуации. На такой норматив отводится до 40 секунд. У кого больше мастерства, вяжет это намного быстрее. Это оборудование Удмуртия получила по национальному проекту образования. Пришлось пройти серьезный отбор, чтобы региону помогли создать ресурсный центр подготовки волонтеров-спасателей. Удмуртия стала победителем, и мы получили субсидию в размере 11,3 миллиона рублей. Всего победило 10 регионов из 85. Пока с новым оборудованием тренируются студенты колледжа, специализация которых – спасательное и пожарное дело. Софья Наговицына в этом году заканчивает учебу. Она из лучших учеников. Говорит, их навыки на все случаи жизни. Освоить может любой. Тренировки должны быть упорные, потому что достаточно очень много моментов, которые нужно знать, с которыми нужно обязательно ознакомиться, чтобы быть добровольцем. Занятия для добровольцев начнутся со следующего года. Уже разработали 112 краткосрочных курсов. Направлений подготовки будет несколько – спелеологическое, десантное, медицинское, противопожарное. Впрочем, в ресурсном центре заверяют, дело найдут любому, независимо от возраста и состояния здоровья. Он же может поднять трубку, он может работать в интернете, он может оказать помощь посильную, какую вот желает оказать людям. В интернете же тоже много надо работать. Поддержка сайта, ответы на вопросы, оповещение населения. Научат и главному – не теряться в сложной ситуации. Этот навык волонтерам придется тренировать регулярно. Раз в несколько месяцев будет переобучение.